Здравствуйте! В эфире очередной выпуск футбольной программы на телеканале БСТ. Наш девиз «Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу». И смотрите сегодня в выпуске. Пока без Анжи. К сожалению, допустили ошибку в обороне. Уфа сходит с кубковой тропы. Идет на поправку. Очень много народ поддерживал, приятно, спасибо. Ждем возвращения на поле. Возраст не помеха. Паспорт не смотрю на свой возраст. Откровение Андрея Смирнова. Футбольная фамилия. Все стали поговаривать о родственных связях. Дмитрий Колосков от ПНЛ до веселых стартов. Главным футбольным событием страны на текущей неделе стали выборы очередного президента Российского футбольного союза. Им предшествовали различные акции, встречи, а также товарищеские матчи. Один из них прошел в Уфе. Детвора обозначила поддержку одного из кандидатов Игорю Лебедеву, сыграв результативный футбол. В награду юные футболисты получили сладкий приз. Правда, проведенная акция Лебедеву не помогла. Он сошел с дистанции уже в первом туре, а победил вполне заслуженно Николай Толстых. Кстати, выборы президента Российского футбольного союза прошли не без участия представителя нашей республики. Считаю, что, наверное, с его приходом начнется какая-то новая такая эпоха в развитии футбола. Основные вопросы, чтобы затронуты, это, конечно, развитие футбола в регионах. Надеюсь, что это все будет происходить, и это коснется, естественно, и нашего региона. Тем временем главная футбольная единица нашей республики Уфа провела очередной календарный матч. В рамках 1/32 финала Кубка России наша команда уступила Уралу из Екатеринбурга, рассказывает Юлия Мулюкова. Более 100 человек приехало поддержать Урал в матче против Уфы. Хозяева ответили аншлагом и сюрпризами в стартовом составе. В воротах впервые в сезоне играл Дмитрий Изотов. Место на поле получил ряд резервистов. Екатеринбуржцы не привезли в Уфу главную забивную единицу – Спартака Гогниева. А на острие атаки полное доверие получил победитель юниорского чемпионата Европы Дмитрий Рыжов, хорошо знакомый тренеру соперников Игорю Колыванову. Настрой на матч уже на первой минуте обозначил стык Тишкина и Сафрониди. Последний в итоге оставшееся игровое время провел с повязкой на голове. Голевые моменты команды создали немного. Одному из них воспрепятствовал Вьештица по-регбийному, попытавшись прервать рейд экс-уральца Кириллова. Гости ответили ударом в штангу. Он на счету действующего чемпиона Африки Чисамбы Лунгу. Именно замбийцы в итоге и предрешил исход кубкового противостояния, воспользовавшись ошибкой Изотова на перехвате. Гостевая трибуна отреагировала на гол пиротехникой. Уфа пыталась спасти матч, но даже подключение к атаке голкипера хозяев не принесло голевых дивидендов. Теперь Урал встретится на кубковой тропе с Анжи. Да, непростая игра. Владели мы преимуществом, но видно, соперник приехал от обороны играть. Затягивал время в втором тайме. Честно говоря, уже тянулось все к дополнительному времени, уже готовились на соперника в первую очередь. Хотя мы хотели забить в основное. К сожалению, допустили ошибку в обороне. Напоминаем, что девиз нашей программы «Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу». В силу этого будем надеяться, что такие соперники, как Анжи и другие команды элиты, появятся на нашем турнирном пути довольно скоро. Но до этого надо обходить всех соперников по футбольной национальной лиге. Следующий из них – Петротрест из Санкт-Петербурга, рассказывает Артем Кочешев. Первый в истории визит уфимского клуба в северную столицу получился не самым успешным. Уже в первом тайме горожане пропустили дважды. На 23-й минуте Ершов отличился после розыгрыша штрафного, а 7 минут спустя строители удвоили преимущество. Мяч, поданный Семеновым, отскочил к нападающему Петротреста Максиму Андрееву, который послал его в дальнюю девятку ворот уфимцев. Во втором тайме горожане больше владели мячом, но скорее Петротрест был ближе к тому, чтобы увеличить преимущество. В середине второго тайма в Санкт-Петербурге пошел проливной дождь, что еще больше усложнило задачу уфимцам. Забить все же удалось. Михаил Попов уже в добавленное время нанес роскошный удар издали. На большее времени уже не осталось. 1-2. Таким образом, уфимцы потерпели второе поражение к ряду. Традиционно в каждой программе мы выбираем одного из игроков футбольного клуба Уфа и предлагаем ему рассказать о себе. На очереди самый возрастной игрок нашей команды Андрей Смирнов. Родился я в Москве, начал заниматься воспитанник Динамовской школы. Потом Динамо Дубль, Химки, Витязь Подольск, Скайэнергия Хабаровск, Новокузнецк, и Уфа. Такого особого, чтобы достижений особых не было. Надеюсь, они впереди еще. Пока ничем таким особо похвастаться нечем. Поступило предложение от агента поехать на просмотр
Приехал, так как команда базировалась в Подмосковье, рядом с домом было практически. Приехал и потренировался. Подошел, подписал контракт и все. Да как везде, нормально, рабочая обстановка, что как. Поэтому ничего плохого, ничего такого прям. Ну, просто видел, что все было через мяч, тренировки были интересные, не было никаких там что-то сложностей с чем-то, еще как-то. Все как-то легко, спокойно и непринужденно проходило, в то же время интересно. И вот только сейчас вот Андрей Киреев подписал контракт, он был, но его не было тогда, когда в самом начале, когда я пришел. Дима Изотов, мы пересекались. Ну вот вместе с Киреевым еще, с Антоном пришли вместе в команду, мы тоже вместе раньше играли. А так вот, чтобы с другими ребятами, ну так пересекался, говорят, привет-привет, ну такого, чтобы каких-то там дружеских отношений поддерживать нет, не было. Только положительные, что у нас все складывается удачно, слава богу, поэтому никакого давления, ничего нету, да, но есть какие-то ошибки, есть проигрыши, не без этого. Но мы спокойно подходим к этому, без всяких нервотрепок, без истерик, без всего, да, это рабочие моменты, поэтому все нормально, работаем в разных отношениях, и тренировки, и в психологическом плане, поэтому не вижу никаких проблем, все отлично. Большой, красивый город, чистый, очень нравится. Ну, современный город, что можно сказать. Первый месяц ходили с женой, гуляли, смотрели все, очень понравилось. Ну, абсолютно никакого значения имеет, поэтому я на всех позициях переиграл. Так, особо принципиального значения не имеет. Самое главное, выходить и играть, приносить пользу команде, а там... Куда тренер поставит, где он считает нужным, там я и буду играть. Чем-то помочь, подсказать, что-то могу, а какие-то более эти наравне все. 120, 130 лет. У нас просто команда, я говорю, повторяюсь, дружный коллектив подобрался, хороший. У нас нет выделения на кого-либо, на какой-либо возраст. Что пусть тебе будет 18, пусть тебе будет 30 лет. Мы все одинаковые. На этой неделе Уфа получила очередное усиление. Игроком нашей команды стал крайний полузащитник Андрей Михеев. Он получил 33-й игровой номер. Воспитанник ростовского футбола за свою профессиональную карьеру выступал за подмосковные «Витязь» и «Сатурн». Далее Михеев провел сезон в Таганроге, где стал лучшим бомбардиром команды. Затем новичок Уфы перебрался в Краснодар, вместе с которым позже вышел из первого дивизиона в премьер-лигу. За сезон в элите Михеев сыграл 19 матчей и забил 2 мяча, а также был вызван во вторую сборную России, за которую провел матч против белорусов. Сейчас Андрей Михеев уже тренируется в стане Уфы, но пока тренерский штаб нашей команды в поездку в Санкт-Петербург его не взял. Страшные кадры тяжелой травмы футболистки уфимской «Агидели» Валерии Егоровой потрясли футбольную общественность 2 недели назад. На открытый счет поступают средства для лечения нашей спортсменки не только от болельщиков, но и от представителей футбольного клуба «Уфа». Мы желаем скорейшего возвращения в строй нашей юной футбольной звездочки. Врачи говорят, что все хорошо. Вчера делали рентген, сказали, что все хорошо. Но я не знаю, я когда с ней столкнулась, я вообще не помню такого момента. Но я когда уже проснулась, считай, меня уже несли на руках, я была в скорой помощи, была уже в больнице. Ну, меня вообще такие эти мысли настигали. Я думаю, все закончено с футболом, закончено вообще совсем. Инвалид там, думаю. А потом вроде сказали, все хорошо, начала как-то вставать. Потом, уже лучше и лучше. Мне очень приятно, спасибо большое всем. Очень было приятно. Спасибо футбольному клубу ФК Уфа. Большое им спасибо. Спасибо своей команде ФК Агидель, ЖФК. Потом родным всем спасибо, друзьям. Вообще, очень много народу поддерживал, приятно, спасибо. Как мы помним, главным судьей того злополучного для Егоровой матча был Дмитрий Колосков, который буквально на руках донес травмированную футболистку до кареты скорой помощи. И теперь мы рассказываем об одном из самых перспективных футбольных арбитров нашей республики. Вячеслав Иванович Колосков, более 10 лет возглавлявший Российский футбольный союз, до сих пор удел. Сейчас он почетный президент РФС. Когда на башкирском футбольном небосклоне появился Дмитрий Колосков, все стали поговаривать о родственных связях. Но наш герой оказался другого поля ягодой.
Дмитрий Колосков более 10 лет работает футбольным арбитром. Он судит матчи второго дивизиона и чемпионата республики. Часто его можно увидеть на турнирах по мини-футболу и на играх женской команды «Агидель». Кстати, в чемпионате ФНЛ Дмитрий Колосков выполняет обязанности ассистента. А по итогам прошлого сезона он и вовсе был признан лучшим лайнсменом футбольной национальной лиги. Вообще судья он перспективный, сами видите, с чемпионата республики начинал, чемпионат республики, второй дивизион, первый дивизион. Ну и если не будет совсем себя считать выше других, то, возможно, дойдет и до судьи чемпионата мира, чемпионата Европы. А начинал он свой путь с игр во дворе. Уже с детства футбол стал для Дмитрия Колоскова самой интересной игрой на свете. Ну, арбитром я стал в 2003 году. Так сказать, с благословения Александра Ильича Лапина и Ильдуса Фарича Биглова, закончив карьеру игрока, сразу приступил к исполнению обязанностей футбольного арбитра с такого же уровня, первенства города, первенства республики. И вот сейчас поднимаюсь и обслуживаю игры уровня первенства России по футболу. Но в таком виде опытного арбитра из Башкортостана мало кто увидел, разве что самые близкие. Но от нашей телекамеры не спрятаться и не скрыться. Вместо формы судьи – мешок, клюшка и хула-хуп. В этом году в семейных стартах Дмитрий Юрьевич принимал участие 3-й год подряд. Мы и в районе принимали участие, и в городском финале, и призы уже выигрывали. Так что нашим деткам все это нравится. И я считаю, что это хорошо, что вот они с такого возраста уже приобщаются и к физкультуре, и к спорту. Так что мы двумя руками за. На этом сегодняшний рассказ о республиканском футболе завершен. Смотрите нашу еженедельную программу, выходящую под девизом «Футбольный клуб Уфа». Даешь премьер-лигу. Любите эту игру и заряжайтесь позитивом от наших ребят. I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.